Уже почти месяц в СИЗО Симферополя находится известный крымский блогер и журналист Нариман Мемедиминов. Его крымская оккупационная власть обвинила в террористической деятельности. Во время обыска в доме Мемедиминова силовики изъяли у него электронные носители информации, а подконтрольные суды арестовали журналиста до 16 мая. Чем живет сейчас семья узника? Далее продолжат наши корреспонденты. Это Холмовка, она же Золонкой, небольшое поселение Бахчисарайского района, где проживают крымские татары. Родной поселок Мемедиминова изобилует красками. На улицах цветут деревья. Во дворе Алимары Мемедиминовой тоже все в цвету. Однако на душе женщины не весело. Мы надеемся, да, иншаллах, что это все временно, что это все пройдет, иншаллах. И мы будем, как раньше, улыбаться, радоваться жизни вместе с Нариманом. Почти месяц женщина живет без мужа, ждет его возвращения. 22 марта утром российские силовики выломали двери дома супругов Мемедиминовых и забрали в тюрьму известного в Крыму журналиста и блогера. Напугали 3 детей. Они очень скучают по отцу. Плачь. Не плачь. Особенно тяжело вечером. Днем они отвлекаются, играются с детьми. Но вечером, зайдя домой, у них сразу падает настроение. Женщину поддерживают односельчане. К ее дому приезжают крымские татары со всего полуострова. Люди помнят, с началом репрессий против них Нариман Мемедиминов всегда занимал активную гражданскую позицию. Когда у нас это произошло, первый обыск в 2016 году, мы сами это ощутили на себе. И после этого, конечно, он не мог сидеть дома. Он как только услышит, что где-то обыск, он тут же собирался и ехал туда. Он старался проведать семьи тех ребят, которые сейчас находятся в заключении. И во время обыска дома, и во время судебных заседаний крымские татары и неравнодушные крымчане приходили поддержать семью Мемедиминовых. Нариман большой салам всем передал, поблагодарил всех, кто его поддерживает. Еще раз настоял на том, что, естественно, все это надумано, он абсолютно ни в чем не виновен. Он выглядит неплохо. Мне всегда смешно, конечно, когда мы говорим о том, что ребята, которые находятся в застенках, что они выглядят неплохо. Они выглядят неплохо не потому, что тюрьма – это то место, где ты должен выглядеть хорошо. Нет, просто они не сломлены духом. Оккупационный крымский суд арестовал Наримана Мемедиминова до 16 мая на время следствия. Его надуманно обвиняют в призывах к терроризму. На самом деле, подконтрольная Кремлю самопровозглашенная власть полуострова не может простить журналисту его прямые трансляции в интернете во время незаконной аннексии Крима. Окупаційна влада робить це для того, щоб люди в Криму мовчали, і тому вона б'є по тих, хто здійснює спротив, і по тих особливо, хто высветливает цей спротив. На защиту Мемедиминова стала украинская власть. Дело уже получило международную огласку, а адвокат заключенного готовится подавать иск в Европейский суд по правам человека. Алимара просто ждет возвращения домой мужа и отца, чтобы увидеть, как Нариман реализует свою давнюю мечту. Как-то он говорит: ты знаешь, я хочу купить глину полимерную. И говорит, у меня есть такая идея слепить ханский дворец. Ну вот он даже глину купил, привез. Я надеюсь, что он свои планы, да, воплотит. Василий Полотай, Заман, АТР.